Салям алейкум, в эфире программа Jungle Studio. Сегодня у нас в гостях культовая личность, выдающийся гитарист современности, виртуоз и просто замечательный человек Серго Чантурия. Салям алейкум. Алейкум салям. Вы знакомы с музыкальной жизнью 90-х в Украине. Какие изменения произошли на сегодняшний день? Ой, вы знаете, на самом деле изменений произошло много. В 90-м году, когда я вернулся в Киев, мы сделали там грандиозное одно мероприятие, Интершанс фестиваль. Вот. Было групп много, но они не были на нем. Мы дали клич, пришло более 150 кассет, даже не было цифровых записей для отбора групп на этот фестиваль. Вот. И непаханное поле было. Провели фестиваль, и потом начали появляться группы. Критики было много в мою сторону, там такое страшное, мы не будем говорить, будем о хорошем говорить. И когда эти группы начали появляться, то вот тогда вроде пошло. Но я понял, что группы-то появляются, а не было тогда на то время вот этого вот профессионального, мощного, кроме украинской эстрады, мощного вот этого вот опыта работы на больших сценах. И вот это вот немножко так тормозило. Вот. И не было ощущения, люди не могли на публике проверять, какие у них песни, хорошие либо плохие, то есть, по приему публики. И сегодня, конечно, уже групп очень много. Я на многих фестивалях в жюри заседал всю жизнь на Тарасе Бульбе. Очень много групп, разных рок-групп. Вот. И мне очень нравится то, что, во-первых, сегодня возможности там есть, это понятно. Сегодня только бери, да учись, играй, извлекай, что-нибудь создавай. И мне очень нравится, что очень много пришло групп, которые пишут оригинальную музыку. Уже кавера как бы туда для ресторанов, для каких-то корпоративов, а вот уже когда человек планирует стать как бы известным, популярным и индивидуальным, это уже, конечно, музыка оригинальная. Поэтому сегодня, но сегодня опять есть некоторые нюансы. Ну какие? Сегодня, обратите внимание, те группы, которые уже натасканы, сленг такой, на больших сценах, они выходят уже намного увереннее себя. Появляется этот стержень, они уже думают, совершенно, они уходят в свой мир музыки. Не становятся, не пытаются понравиться уже публике и так далее. И вот этот моментик не у всех, только у тех, кто много работает. А остальные как бы немножко еще замкнуты. На репетициях, дома, где-то на студиях, да, студийных, а вот большая сцена, тут нужен опыт, конечно, поэтому не все это имеют. Вы скучаете по 90-м? Честно говоря, скучаю. Скучаю, потому что, во-первых, больше задора было, такое что-то было там, такой драйв грубый. Сейчас больше на лирику тянет, уже такой, другая философия. Но скучаю именно по задору. Мы спали по 4 часа, по 4, по 5 концертов даже было, по 3, 2 железных живых в день. Вот, 4 часа спали, где мы брали себе, я не знаю. И рубили, как подобные. То есть было немножко скучно.
Как вы относитесь к тому, что многие талантливые музыканты уезжают за границу? Искать там популярность, может быть, заработок? Вы знаете, я к этому отношусь, будем говорить, не очень хорошо. Скажу почему. Потому что когда еще начали выезжать наши музыканты в 90-х, мой друг уехал туда, это барабанщик «Землян», у него там шикарный бизнес сейчас, музыкальный. Гаина Валера уехал куда-то, очень много. Как бы там мы ни говорили, что бы там, как бы хорошо не было, но в любом случае для того, чтобы стать там известным и популярным музыкантом, нужно быть человеком, родившимся там, и быть гражданином, Америки. Как правило, в Америке лежать. Потому что мне когда-то мой менеджер, который возил нас за границу, сказал, герой нужно становиться у себя на родине. И когда ты становишься героем, тебя уже берут по контракту, подписывают, туда выезжаешь уже как звезда, а не какой-то гитарист, работающий на шляпе. И прошло время много, прошло уже сколько, с 90-х годов, с 80-х, конца 80-х. Приехал мой друг, говорит, Серега, ты, наверное, тут нормально, круто, там все. Говорю, ну так, неплохо. Уважают некоторые люди. Он говорит, я тебя со Стивами, Чак Ллойдом, со многими звездами мировыми. Ты там, мне там подойти очень сложно, хотя у него Банамаса гитары покупает там, то есть уровень хороший. Вот, и я прожил это все в музыке, в своем любимом деле. Я писал песни, я общался с людьми, я находился в этой среде, где мне было очень приятно и комфортно. Поэтому оттуда люди возвращаются, не возвращаются, по большому счету, никем. Может быть, заработал денег, стал каким-то успешным в какой-то степени, но личность никогда я не встречал. То есть роста у музыканта не наблюдается? Не будет. Там очень много уровней. Еще одна там очень важная вещь, когда ты приезжаешь и говоришь о музыке, то ты должен свою оригинальную музыку играть на таком же уровне, с такой же энергетикой. Почему? Потому что там признается только оригинальная музыка. Там люди, которые играют кавера, переигрывают массу музыкантов, море. А вот звезд, обратите внимание, немного, имеющие свой альбом. Оно делает какие-то определенные рамки, когда ты становишься индивидуальностью и звездой. Но для того, чтобы ты стал в рейтинг, тебе нужно на этой энергетике, в этом пафосе, в этом космосе находиться на одной линии. И тогда тебя понимают, по-другому никак.
Вы сейчас не совсем публичный человек. Как вы относитесь к публичности? Вы знаете, когда есть два варианта публичности. Когда я был очень публичным человеком, когда еще не было ни наших звезд сегодняшних, эстрады, там, уже третье поколение пошло эстрады, грубо говоря. От белоножек до Тины Кароль. Вот. И когда я был популярен, то все там вот так вот, ну, привыкли, знаете, пришел какой-то идол определенный. Не то, что идол, по телевизору показывают. Сегодня при интернете, нет, я закончу ту версию. И вот было как бы и приятно, вот. И с другой стороны, как-то тебе двери открывались, ты мог реализовывать свои проекты быстрее. Вот. Было ничего. Сегодня, когда уже меньше в музыке находишься, больше критики, вот самое главное, и тебя меньше критиковать. Сегодня, когда ты там уже играешь музыку раз в пятилеточку, там где-то раз взял гитару в месяц, что-то сыграл, где-то вот к вам пришел, спасибо большое, что пригласили, вот, поиграл кое-что, вспомнил. И когда к тебе приходят, выкидывают все это в интернет, и там такие комменты, такие плохие, и ты понимаешь, что нужно быть, либо очень знаменитым и популярным, либо непопулярным. Тогда уже какие-то такие средние. Сейчас всех критикуют. Но вы знаете, оно немножко бьет по самолюбию, по какому-то внутреннему миру. Я, конечно, с этим смирился. Вот. И вы знаете, другая философия наступает с годами. Хочется уйти в музыку, хочется уйти в студийную работу, в эту философию гармонии, мелодии, нерва этого, для того, чтобы, понимаете, чтобы что-то создать, уже как бы написать какую-то картину. Вот. Поэтому популярность сегодня, она, конечно, я не страдаю от этого. Вот. Финансовая сторона, конечно, меньше. Ну и тоже, опять-таки, сколько нужно денег. Тут имеешь там пару каких-то моментов, и то уже устаешь жить на свете. Мне кажется, эта критика вас подвигла к созданию чего-то нового. Вы создали свою школу. Да, но школу я хотел давно создать. Это еще лет 15 назад. И вот мой ученик Иван Оглоблин, он подрос. Сейчас он партнер, великолепный гитарист. Вот. И он говорит, давайте создадим школу. Я говорю, ну давай. Сделали мы школу. Школа заключается в том, чтобы максимально, вот опять-таки я возвращусь к тем вопросам, когда у нас очень много гитаристов, прекрасно играющих. Прекрасно. Но есть нюансы, когда вот, ты видишь, что нужно. Это когда человек выходит на сцену, ставит стек, делает тембр, включает гитару со своими примочками, раз, опа, она зудит в зале. Потому что куча нюансов, когда нужно определенными темброблоком или по 50 на 50 по нолям ставить и уже примочками вываливать такой звук, чтобы он в порталах давил, чтобы он нагнетал. А он вот эти нюансы, боится отойти от аппарата, побегать по сцене. Я когда включаю на больших сценах, у меня все работает, от прострелов до микрофонов. Я нахожусь в море музыки, и я нахожусь в этом, знаете, мире. И когда вот человек стоит возле аппарата, все, от него энергетика не исходит. Юридические аспекты, как психологически чувствовать себя в группе, как вести с музыкантами, как, если у нас есть музыкант, лидер, вокалист или гитарист, мы не знаем кто, и мы понимаем, что мы на нем зациклены, а он человек не очень такой, знаете, то в любом случае нужно держать время, пока он не сделает эту ступенечку, которую ты наметил, пока мы с ним не сделаем. Я это говорю не потому, что такой, знаете, умный, потому что у нас был вокалист, и мы потеряли контракт с Америкой, одними из первых, вот до парка Горького, по-моему, еще или во время парка Горького, Борис Зосимов привез американцев, а он увлекался всякими стимуляторами и просто не приехал. Вот. Поэтому извлечение звука, там много всего. То есть это некое продюсирование. Абсолютно верно. Но самое главное – это видение грифа. Видение грифа – это Молоткова школа, которую взяли когда-то, заинсталлировали Джо Пасса, вот таких людей именитых мировых, потом они сжали, выняли зерно, мы еще больше сжали, для того, чтобы человек максимально быстро увидел гриф гитары, что он будет играть, какие кружева плести, что в импровизации, что в гармонии, это его задача. Самое главное, чтобы была музыка и оригинал.
лишь с тобой одной, с тобой одной, с тобой одной. Согрей меня своим теплом этой ночью. Согрей, не отпускай, прошу, не отпускай меня. Согрей меня своим теплом в лунном свете. Но знаю, поутру от тебя уйду, уйду. В тишине без тебя одиноко. В эту ночь я один, и ты одна. Не молчи, мне скажи хоть слово. Чтобы понял я, что ты моя. Согрей меня своим теплом этой ночью. Согрей, не отпускай, прошу, не отпускай меня. Согрей меня своим теплом в лунном свете. Но знаю, поутру от тебя уйду, уйду. А чему вы научились у своих учеников? Во-первых, они постоянно учат. Вот, учись. Это вот приходит с каким-то вопросом, раз, а он не готов. Вопросов много, ведь это же бесконечность. Мне говорят, чувак, ты играешь триолями, ничего, что Ну, вы объясняйте, конечно, чувак понятнее. это по музыкальному, по жаргону, это, ну, музыкант, человек, парень. Вот. Триолями играю секвенции, квартолями, их бесконечное множество. Миллиарды, всех не переиграешь. И вот всего из этого хлама, когда ты выбираешь свой, к тебе приходит ученик и дает какую-то, а вот я хочу это, и ты понимаешь, что ты это понимаешь. Но для того, чтобы это правильно подать, я говорю, на следующее занятие, я не стесняюсь, я подготовлюсь к ней подойду. Ну, как обыгрывать, допустим, ступени, ну, не будем сейчас забегать в теоретические грифы гитары, там,
То есть очень много, они очень много дают. От деток до взрослых. И дети, как правило, больше, они же непосредственно. Как задаст вопросы, не знаю, что делать. Ну, вы, кстати, еще даете мастер-классы, и выступаете, и преподаете. Что вам больше нравится? Мне очень нравится мастер-класс. Раньше приглашали, были хорошие мастер-классы, в Черновцы ездил, в Ивано-Франковск ездил, в Восточную Украину, во Львов, ну, везде. Вот, и вы знаете, мастер-классы, общение, когда приходят музыканты, там вопросы уже задаются профессиональные, вот именно те, которые хотелось бы подать в школе, и их не хватает. И вот когда задают, общение происходит, плюс игра, плюс вот это мне нравится. У меня был такой момент, когда я приехал, по-моему, во Львов, и мне просили сыграть еще одно произведение. У меня, я скажу честно, у меня их 3-4, я больше не играю, почему? Хотя много есть записано, надо учить, там они сложные, размеры разные, формы сложные, не такие оливии, как это сейчас постоянно. И мне говорят, а можешь еще сыграть? Я говорю, могу, но сейчас я вам научу самое главное. У меня есть пьеса «Чем ты не пришел». В моем альбоме «Чем ты не пришел» и грузинская пьеска у меня две такие в обработке, в моем видении. Я говорю, сейчас вам сыграю «Чем ты не пришел», но я вас научу самое главное, как уходить от лажи на сцене. Лажа – это фальша на сцене. И вот я понимал, что я ее ни разу перед сценой не прогнал, и вот играл, у меня же импровизации нет там все писано на импровизации. И вот играю, и много было лажи в пальчиках. Опять-таки фальшь. И я эту лажу, я сорвал больше всего аплодисментов. Люди думали, что это специально. Вот такие вот нюансы общения. Когда общаешься с людьми, то твой рост становится лучше, больше, выше. Ты понимаешь, что это начинаешь что-то там ходить, что-то делать, создавать. Aluştadan esken yeler yüzüme vurdu. Balalıktan osken yerler gözüme tuştu. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlığıma doyamadım, vatanıma hasret oldum ey güzel kırım. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlığıma doyamadım, vatanıma hasret oldum ey güzel kırım. Bahçalarının, meyvelerinin bal ile şerbet sularını içe içe doyamadım ben. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlığıma doyamadım, vatanıma hasret oldum ey güzel kırım. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlığıma doyamadım, vatanıma hasret oldum ey güzel kırım. На сегодня все, дорогие друзья. С вами была программа Jungle Studio. Слушайте хорошую музыку.